На сцену заслуженный деятель искусства Республики Ингушетия вышла с композицией «Высоко» Юлии Савичевой, но изначально песня была другой. К международному конкурсу «Звезда-2025» Роза Экажева, также известная как Розали, начала готовиться задолго до самой даты. Полгода она оттачивала каждую ноту выбранной песни «Зима в сердце», но за 2 недели до выступления ей сообщили о замене в связи с авторскими правами. Какое правило? Чтобы на сцене выступить на 90%, ты должен быть готов на 300%. Дело в том, что сцена — это практически такой момент, когда в редких случаях ты выходишь и без подготовки успешно выступаешь. То есть все недочеты, которые были во время подготовки, они 100% на сцене вылезут. По словам артистки, так оно и получилось. В какой-то момент, дойдя до припева, она поняла, что все ее тело зажато. Волнение чувствовали и зрители, и жюри, но это не помешало ей набрать высокие результаты. Я должна сказать, что я своим выступлением довольна, потому что первый раз выступать на такой сцене перед такими членами жюри я не до конца, но тем не менее, мне кажется, что я смогла справиться с волнением. И, конечно же, 80 баллов – это хорошая оценка. Своего рода проверка на прочность. Для Розы Экажевой было важно не только показать свои вокальные возможности. Для нее музыка – это не просто ноты и слова. Это возможность рассказать миру свою историю, поделиться мыслями, открыть душу. Я всегда воспринимала себя как художника. Потому что я композитор, я поэт, и у меня искусство и музыка, прежде всего, это инструмент для того, чтобы я как-то могла делиться с миром. Мне есть что сказать. И поэтому, когда я выхожу петь или играть, может, это прозвучит как-то голословно, но я умею доносить. Роза Экажева занимается эстрадным искусством с 6 лет. Во многом этому она обязана своей маме. Именно она первой заметила в девочке творческий потенциал, поддерживала ее первые шаги, водила на концерты. Настоящий же путь в профессиональную музыку начался, когда Роза поступила в Астраханскую государственную консерваторию. Здесь она прошла непростой путь становления, училась раскрывать в себе артистку. После окончания учебы девушка посвятила 10 лет преподаванию музыки. Я все-таки решила заниматься собственным творчеством, потому что с раннего возраста писала свои песни. Мама меня поддерживает в моей работе, я всегда делюсь с ней своими достижениями какими-то. Музыкальный конкурс организуется телерадиокомпанией «Звезда» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Это уникальное соревнование, объединяющее талантливых вокалистов из всех уголков России и стран СНГ. Судьбу участников решают зрительское голосование и оценки жюри. Ну а прошла ли Роза финал, мы узнаем уже в эту субботу. Для себя же деятель искусства уже получила желаемое от проекта. Это опыт, чтобы увереннее себя чувствовать на сцене, чтобы познакомиться с новыми людьми, чтобы обо мне узнало больше людей, потому что без этого никуда. Вот. В общем, все, чего я хотела от этого конкурса, я получила даже с лихвой. Главный приз – предоставление финансовых средств на профессиональное продвижение. Также возможны специальные призы от спонсоров и членов жюри. Амина Вязикова, Сулейман Каскоев, Магаз, 24.